Далее на телеканале «Якутия-24» мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, спорта, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составил 63 рубля 68 копеек. Евро остановилось на отметке в 68 рублей 78 копеек. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс у Россельхозбанка покупают за 63 рубля 30 копеек, а продают за 68 рублей 80 копеек. Лучший курс по покупке и продаже евро у того же Россельхозбанка. Это 68,45 и 69,40 соответственно. Законопроект о подъеме затонувших судов за счет владельцев разработают в России. Министерство природных ресурсов страны должно в течение месяца создать документ, обязывающий собственника, оказавшегося на дне судна, осуществить или оплатить его подъем. Собственник обязан в течение 3 месяцев поднять судно. Если этого сделано не будет, то он лишается права собственности на это имущество. При этом подъем осуществляется за счет других финансовых механизмов. Но ущерб, то есть сколько стоил подъем, будет предъявляться собственнику, подчеркнул полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В Китае назвали лекарство против коронавируса. Им стал противовирусный препарат Абидол, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Поднебесной. Власти Китая утвердили новый стандарт диагностики и лечения коронавируса. Лекарство вошло в 6-ю версию предварительного плана лечения опасной инфекции. Вместе с хлорохинфосфатом и рибовирином в комбинации с интерфероном или ритонавиром. Ранее ученые из Института вирусологии города Ухань выявили препарат, который может противостоять коронавирусу. Это лекарство от малярии хлорохин. Тем временем в Преамурье госпитализировали 2 водителей, возивших грузы из Китая по временному транспортному коридору. Напомним, грузовые перевозки из Китая в Преамурье были приостановлены из-за распространения коронавируса. 2 водителя, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при этом обязательном санитарном контрольном осмотре у них были выявлены повышение температуры и признаки респираторной инфекции. Сразу же они были госпитализированы в инфекционную больницу в Благовещенске. Состояние изолированных удовлетворительное. Между тем, Всемирная организация здравоохранения назвала длительность инкубационного периода новой коронавирусной инфекции. Он составляет в среднем 5-6 дней. ВОЗ ссылается на проведенные исследования, данные статистики и результаты математического моделирования. Подчеркивается, что согласно предварительным оценкам 5-6 дней составляет средний инкубационный период. Вместе с тем он может длиться от 0 до 14 дней. Напомним, в конце января в организации оценивали продолжительность инкубационного периода от 2 до 10 дней. Тем временем Министерство образования и науки страны предложило вузам обучать китайских студентов дистанционно после окончания каникул, продленных до 2 марта. Соответствующий приказ опубликовало ведомство. Напомним, что Россия временно закрыла въезд для граждан Китая, прибывающих работать, учиться или в туристических целях. По последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае превысило 2000 человек, выздоровели более 14 тысяч, а заражены почти 75 тысяч человек. За пределами КНР случаи заражения были зафиксированы в 25 странах, включая Россию. А научных сотрудников и педагогов хотят освободить от лишней административной работы. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по образованию и науке планирует рассмотреть сегодня. Авторы отмечают, что в первую очередь принятие закона поспособствует устранению избыточной отчетности, создаст благоприятные условия для непосредственной творческой деятельности педагогов в интересах развития детей. Также документ поможет снизить социальную напряженность в трудовых коллективах и повысить качество образования. В Якутской кадетской школе-интернате проходит всероссийская акция ЕГЭ для родителей. В республике ее проводят уже 4-й год подряд. В этот раз родители сдавали экзамен по истории. Сейчас на месте находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, приветствую, ждем от тебя подробностей. Да, здравствуй. Сейчас мы находимся в кабинете, в котором и проходил экзамен. Сейчас он уже завершился. Как ты и сказал, в этом году родители сдавали экзамен по истории. Первые сдавшие его родители вышли уже через 40 минут после его начала. Полностью же он занял около часа. Задания этого экзамена аналогичны тем, которые будут сдавать их дети весной этого года.
Эта акция предназначена для того, чтобы родители могли поближе познакомиться с экзаменом, который предстоит их детям, чтобы впоследствии помочь им с подготовкой к этим самым экзаменам. Уже после сдачи испытаний мы поговорили с родителями. Давайте послушаем. Мой сын учится в этой школе, в 8 Б-классе. К этому экзамену, конечно, если честно, я была не совсем готова, но, в принципе, все вопросы для меня были знакомы. Я не могу сказать, что это очень сложно. В принципе, если ребенок учится, и он учится не пропуская, и как-то, ну, скажем так, ответственно, то, конечно же, я думаю, что это вполне допустимо, чтобы сдать хорошо этот экзамен по истории. В конце хотелось бы отметить, что само мероприятие, сама акция будет проходить до 2 марта. За это время все родители учащихся всех школ республики смогут сдать экзамены ЕГЭ и подготовить своих родителей. К этому часу у меня вся информация. Юра, спасибо. А мы идем далее. С июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты МИР. Об этом напомнили в Пенсионном фонде. Прежде всего, переход на карты МИР – это не требование банков или пенсионного фонда, а требование федерального закона. Процесс идет не первый год и организован таким образом, что без пенсии до сих пор никто не остался и не останется в дальнейшем, сказали в пресс-службе фонда. Там пояснили, что пенсионерам, получающим пенсию с июля 2017 года, через банк сразу выдавали карту МИР. Тем же, кто пока еще получает пенсии через другие платежные системы, карты МИР выдают по истечении срока действия нынешних карт. И этот процесс должен закончиться не позже 1 июля. Федеральная антимонопольная служба России предлагает заменить исторический принцип распределения квоты на вылов рыбы в России электронными аукционами. Письмо с соответствующими предложениями служба направила в Росрыболовство. Более подробная информация у моей коллеги Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, приветствую. Что даст эта замена? Сергей, я тебя приветствую. Хочу отметить, что в настоящее время данное предложение находится на стадии обсуждения. Как отметили в ФАС, все предложения направлены на развитие рынка и привлечение инвесторов. Например, перевод части квот на аукцион по крабам уже показал положительный эффект. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило включить в границы арктической зоны Российской Федерации несколько приполярных районов Коми и Карелии, а также сельских поселений в Красноярском крае. Отметим, что в арктическую зону России в данный момент входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, нескольких районов Якутии, города города Норильска, 2 районов Красноярского края, муниципальных образований Архангельской области. К российской арктической зоне относится часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана. Миллиардер Роман Троценко заинтересован в золоторудных проектах в Якутии, Красноярском крае и Амурской области. В настоящее время бизнесмен выделяет около 40 перспективных объектов. При покупке новых активов структуры Троценко нацелены на проекты с запасами не менее 50 тонн золота и содержанием золота не менее 1 грамма на тонну. Троценко является основателем компании Ion Corporation, которая принадлежит крупнейший в России аэропортовый холдинг «Новопорт», а также кемеровская компания «Азот», Московское речное пароходство, Южные и Волгоградские речные порты, а также недвижимость в Москве. Весной прошлого года журнал Forbes оценил состояние бизнесмена в 1 миллиард 600 миллионов долларов США. Строительство мостового перехода через реку Вилюй возле села Верхневилюйск в Якутии планируется завершить в 2025 году. Предполагается, что маршрут трассы Вилюй будет проходить... Сейчас существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, остальные преимущественно по зимним переправам, из-за чего дорожного сообщения не бывает до полугода. После введения в эксплуатацию мост станет крупнейшим мостовым переходом на федеральной трассе Вилюй. Начало строительства моста запланировано на 2021 год. Предварительная оценочная стоимость всех работ составляет 20-22 миллиарда рублей.
Дорожники Якутии отремонтировали почти 100 километров федеральной трассы Лена в прошлом году. На 43 километрах из них был произведен капитальный ремонт дорожного полотна, обустроен заезд в поселок Хатыми, проведены работы по установке линии искусственного освещения и оборудована стоянка для транзитного транспорта с возможностью единовременного размещения до 10 большегрузных автомобилей. Еще 53 километра федеральной трассы Лена защитили слоями износа в Алданском районе Якутии. Также в нормативное состояние приведены 8 мостов. Реконструкцию системы водоснабжения и строительство водозабора планируют в Алекминском районе Якутии в рамках нацпроекта «Экология». Это позволит круглогодично снабжать более 9 тысяч жителей района качественной питьевой водой. Контракт на выполнение работ подписан на сумму 232 миллионов рублей со сроком реализации в 2021 году. В проекте предусмотрена реконструкция станции водоподготовки производительностью 2400 кубометров в сутки, строительство новой котельной, топливной насосной резервной дизельной станции, установка резервуаров для воды и другого оборудования. Компания «Алроса» приняла на работу в прошлом году более 300 молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Всего за год из числа местного населения на предприятии были трудоустроены 1392 человека. Отметим, что для эффективного внедрения в работу новых сотрудников компания реализует программу наставничества, которая является стратегически значимым элементом системы развития персонала. Имена героев Советского Союза, призванных на фронт в период Великой Отечественной войны, присвоят алмазам, добытым компанией «Алроса» на территории Якутии. Так, имена 21 якутянина будут увековечены до 9 мая текущего года. Всего в рамках совместного проекта «100 именных алмазов к столетию государственности Якутии» до 2022 года «Алроса» присвоит имена 100 известных якутян, добытым на территории республики уникальным алмазом массой более 50 карат. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Нургана, спасибо. Это была Нургана Иванова с новостями экономики. А мы переходим к мировым новостям. В нескольких регионах Перу объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там бушует лихорадка денге, рассказывает Никита Конев. С начала года в Перу 12 человек стали жертвами лихорадки денге. Почти 5500 заражены. Такие данные приводят власти страны. Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в регионах, наиболее затронутых эпидемией. Врачи говорят, что ситуация может усугубиться. Сейчас мы всерьез обеспокоены растущим числом москитов, которые разносят болезнь. Их количество невероятно выросло во многих районах джунглей. Лихорадка денге – самое быстро распространяющееся заболевание, передающееся через москитов. Ни специального лечения, ни вакцины не существует. По мнению Всемирной организации здравоохранения, этот вирус входит в число 10 самых опасных медицинских угроз. Новые правила, предложенные правительством Великобритании, могут сократить количество трудовых мигрантов из Европейского Союза на 140 тысяч человек в год. Это коснется в первую очередь низкоквалифицированной рабочей силы, рассказывает Артем Сторонов. Британия будет отдавать предпочтение высококвалифицированным специалистам при выдаче рабочих виз после выхода из ЕС. Согласно новой системе, за определенные знания и умения кандидатам будут присваиваться очки, а на рабочую визу смогут рассчитывать лишь люди, набравшие необходимое количество баллов, говорит министр внутренних дел Прити Пател. Мы пресечем поток низкоквалифицированных работников в Британию. Это будет единая глобальная система оценки, и будет совершенно неважно, из Евросоюза человек или нет. Система будет основана исключительно на талантах и навыках, которые могут быть полезны стране. Многие работодатели, полагающиеся на дешевую рабочую силу, опасаются, что в стране может просто не хватить желающих возделывать урожай, присматривать за больными или обслуживать столики в кафе. А это нанесет удар по пятой по величине экономики мира. Мы будем следить за динамикой трудовых рынков в разных отраслях на случай возникновения дефицита рабочей силы. Теневой министр внутренних дел Дайан Эббот настроена скептически. Они игнорируют эффект такой политики на экономику в целом, и есть некоторые опасения, что эти предложения принесут большой вред. Новые правила вступят в силу в январе следующего года. Они могут сократить число трудовых мигрантов из ЕС на 70%.
Самый большой фанат Дональда Трампа, оказывается, живет отнюдь не в США, как можно было бы подумать. Это индус, и его преданность американскому президенту сравнима с почитанием божества. Подробности далее. У Дональда Трампа много врагов, соперников и критиков. По правде говоря, иногда складывается впечатление, что весь мир готов пойти на него войной. Однако американский лидер всегда может найти приют в индийской деревеньке Джангаон в провинции Телангана. Там живет главный поклонник Трампа в мире. Будса Кришна не просто обожает президента США, он его боготворит. Он превратил свое скромное жилище в храм, посвященный хозяину Белого дома. Я ношу его изображение, и перед любой работой я молюсь ему. Он для меня как божество, я и статую сделал. Каждую пятницу я пощусь за долгую жизнь Трампа. Односельчане к увлечению соседа относятся с пониманием. Дональд Трамп на следующей неделе совершит двухдневный визит в Индию. Поездка стартует в Ахмадабаде, где он выступит перед жителями. А после американский лидер отправится в столицу, Нью-Дели. Новые лапы, крылья и даже клювы из быстро затвердевающей смолы делает для раненых птиц ветеринар из бразильского города Барретус Мария Ангела Панелли. Подробности у наших коллег. Ветеринар из Бразилии Мария Ангела Панелли дарит новую жизнь птицам, потерявшим лапы, крылья или даже клювы. Она мастерит для них протезы из быстро затвердевающей смолы и других подручных материалов. Когда животные получают такого рода травмы, теряют лапу, крыло или клюв, им обычно светит лишь эвтаназия, чтобы избавить их от мучений. Но мы возвращаем им утраченные части тела. Благодаря протезам птицы снова могут жить нормальной и счастливой жизнью. По словам Марии, такая работа не приносит много денег. Она занимается этим исключительно потому, что очень любит животных. И ее сердце наполняется радостью, когда она видит, что ее подопечные снова могут летать, ходить, есть и даже кусаться. Возвращаемся в нашу республику. Полуразрушенные дома, сгоревшие постройки, неблагопристойный вид поселка. Этот вопрос тревожит жителей Серебряного Бора Нерюнгринского района. Когда поселок приведут в порядок и почему затягивается этот процесс, узнавал наш коллега Сергей Козюров. Он сейчас на прямой связи со студией. Сергей, приветствую. Расскажи, в чем там проблема? Да, Сергей, приветствую тебя. А проблема такая, и начинается она с вида из окна. Очень остро в поселке стоит вопрос о демонтаже и рекультивации старых домов, из-за которых поселок буквально выглядит как постапокалипсис. После апокалипсиса. Но есть еще большая угроза от этих домов, потому что с недавнего времени в поселке появились так называемые поджигатели. Неизвестные намеренно стали поджигать расселенные дома в надежде, что это ускорит процесс рекультивации. Но старые дома в поселке, это так называемые УГПДшки, каркас которых состоит из железа, после пожара, которое разобрать, демонтировать гораздо сложнее. Ну и плюс к тому, что еще возле этих домов заброшенных находятся рядом уже новостройки, и пожар очень серьезно наносит очень серьезный урон. О том, как сегодня решаются эти проблемы, мы поговорим и о том, когда же все-таки уже поселок обретет свою былую славу и краски, мы поговорим с заместителем главы поселка Серебряный Бор Торгашной Еленой Владимировной. Елена Владимировна, ну скажите, пожалуйста, что на сегодня мешает быстро и качественно провести вот эти работы рекультивационные? Когда уже поселок блеснет своими красками? Но в первую очередь, конечно, это отсутствие денежных средств. Бюджет поселка слишком маленький, чтобы одночасно, вот так за одно лето, например, взять и убрать все расселенные аварийные дома. Так, например, в конце 2018 года мы расселили 82 дома. Сейчас в поселке необходимо рекультивировать 110 земельных участков. В том числе это земельные участки, на которых дома уже сгорели. 40 домов стоят еще коробками, вот как сейчас мы видим, где еще полнокаркасный дом в сборе стоит. 40 таких домов стоит. Много домов, 67 вместе с этими 40,
Это где в том числе заваленные тяжелой техникой. Возле многоквартирных домов новопостроенных мы также нанимали подрядные организации, которые заваливали данные дома в кучу. Естественно, людям очень неприятно выходить из дома и видеть вот эти вот помойки. Ну, как по-другому скажешь. Сейчас у нас ведется взаимодействие идет с Министерством строительства, с республиканскими органами исполнительной власти на вопрос выделения денежных средств как раз-таки для рекультивации. Если все благополучно сложится и денежные средства будут выделены, а здесь примерно нужно 33 миллиона. Это самые заниженные расчеты. Минимум. Да, минимум, с учетом того, что мы посносили. В 2019 году мы снесли 12 домов. Заключали муниципальный контракт также через электронные торги. Ну, то есть своими силами вот это максимум, что мы смогли сделать за год. Если выделят средства, естественно, в течение 3 месяцев летних мы сможем облагородить поселок, рекультивировать земельные участки под многоквартирными домами. И тогда поселок заиграет новыми красками на фоне новопостроенных домов. Спасибо большое, Елена Владимировна. Но поселку Серебряный Бор всегда пророчили судьбу Рублевки. Надеемся, что так оно и будет. Или как там у Маяковского, через 4 года здесь будет город-сад. Сергей? Сергей, спасибо. Будем надеяться, в скором времени расселенные дома в поселке Серебряный Бор наконец-то снесут. Я напомню, это был Сергей Козюра из Нерюнгринского района, а мы идем далее. В Якутске департамент ветеринарии запустил акцию по бесплатной стерилизации животных. Она проходит в государственной лечебнице столицы. Акция проводится для реализации заложенной положения нового закона об ответственном обращении с животными. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Двухгодовалая собака Анита стала одной из первых пациенток, принятых ветеринарами в рамках акции по стерилизации. Ее хозяйка Елена с 2006 года подбирает бездомных животных. Сегодня у нее на попечении 12 собак и 7 кошек. Она старается приютить каждое животное, оказавшееся на улице. Эту собачку я подобрала 21 января на Крестьянском округе в этом году. На холоде мерзла. Короткошерстная маленькая собачка. И здесь у меня сердце ёкнуло. Я его забрала к себе домой. И вот в Цейсарском округе узнала об этой акции, очень обрадовалась и привезла сюда на стерилизацию. В рамках акции в лечебнице бесплатно стерилизуют животных, хозяева которых относятся к незащищенным слоям населения. Акцию решили начать с лечебницы в Сайсарском округе, потому что здесь очень большое скопление собак. И мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к участию в данной акции. Например, сегодня работники департамента ветеринарии именно на свои собственные денежные средства приобрели медикаменты и расходные материалы для стерилизации животных. И данная акция, она будет проводиться в отношении нашего незащищенного слоя населения. Операция по стерилизации стоит от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, в зависимости от применяемых медикаментов и их количества, а также от использованных расходных материалов. Сама операция занимает порядка 1,5 часов. Важно, чтобы животное было полностью здорово. Ну, предварительно, конечно, мы проводим полный клинический осмотр, то есть термометрия, то есть осматриваем животное, чтобы полный здоровый был. И после этого только рекомендуем стерилизовать. Наркоз дается по весу, обязательно все с учетом веса. Городская ветеринарная лечебница – это лишь первый этап акции. По словам организаторов, он продлится до конца 2-го квартала этого года. В перспективе планируется охватить все ветеринарные клиники Якутска, а затем всю республику. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Семен Семенов, Якутск. В Нерюнгре разразился скандал между курсантами и сотрудниками автошколы. И дело доходит до суда. На чьей стороне правда и кто виноват в сложившейся ситуации, разбирались наши нерюнгринские коллеги. Автошкола «Вираж» взяла на обучение полгода назад группу, каждый из участников которой заплатил по 40 тысяч рублей. В договоре было озвучено, что обучение продлится от 3 до 6 месяцев. Занятия завершены, все сроки вышли, но сертификаты об окончании обучения до сих пор не выдали. А именно эти сертификаты необходимы для допуска к экзаменам в ГИБДД. Курсанты возмущены. Подал претензию я 23 декабря на возврат денег, чтобы мне вернули деньги, которые я уплатил за обучение, так как они не исполняют обязательства свои. В итоге мне ответили в автошколе, что денег у них нету и неизвестно, когда будет. В общем, сейчас я подал в суд
чтобы получить свои деньги обратно, но и компенсацию за потраченное время. Обманутые учащиеся обратились к нам за помощью, и мы задаем вопрос сотрудникам автошколы, в чем же все-таки причина. И вот какой ответ получили по телефону. Их вообще-то 12 человек. 5 человек, которые я отменил экзамены. Я инструкторов этих, во-первых, они ушли уволены, а во-вторых, я отменил действия этих экзаменов, которые они принимали. Что они принимали экзамены без меня, как председателя комиссии. Когда они доучатся, сдадут мне экзамены, они получат сертификаты. За подтверждением данной информации мы обратились в ГИБДД, где всплыл еще один ранее не озвученный факт. Оказывается, на момент обучения кандидатов в водители обучающая организация не имела разрешающих документов. В настоящее время ГИБДД города Нерюнгри, информация, полученная в ходе проверки по данному факту, направлена военному прокурору Якутского гарнизона для проведения необходимых правовых экспертиз, связанных с деятельностью автошколы «Вираж» и принятия по их результатам решений законности образовательной деятельности организации. Как выяснилось, ситуация получилась неоднозначная. Но, как заверил нас директор автошколы, некоторые из курсантов получат свои долгожданные сертификаты уже 25 февраля. Другой вопрос, будут ли они действительными. Остальным же предстоит либо мировое соглашение, либо судебное разбирательство. Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Магадане самолет ударился о землю при взлете, и есть пострадавшие. Сегодня утром воздушное судно совершило экстренную посадку на аэродроме, так как не смогло набрать высоту. В самолете находилось 14 человек, из них 2 члены экипажа, а 2 человека пострадали, у них травмы, они госпитализированы. Степень полученных травм пока не уточняется. А Якутия вошла в список регионов страны с высоким показателем смертности в ДТП. Количество погибших в авариях на российских дорогах в январе 2020 года увеличилось на 6-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее острая ситуация со смертельными ДТП в январе наблюдается в Ингушетии, Якутии, Карачаево-Черкесии, Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Псковской и Оренбургской областях. Подобная ситуация связана с увеличением наездов на пешеходов. По сравнению с январем 2019 года число таких ДТП возросло почти наполовину. Совместное распитие алкогольных напитков в очередной раз обернулось трагедией в Покровске. Во время хмельного застолья возникла ссора между приятелем хозяина квартиры и его сожительницей. В результате последним аргументом в конфликте стал нож. Подробности преступления в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, приветствую. Удалось ли задержать преступника? Приветствую, Сергей. Да, к дому, где совершено преступление, были стянуты силы полиции. Преступник пытался оказать сопротивление, но был обезврежен и задержан. Полицейским удалось его доставить в отдел. Это обзор чрезвычайных происшествий. В студии Александр Хавренко. В Покровске, в микрорайоне Кылбыстах, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения женщине. Как сообщили в МВД Якутии, инцидент произошел на почве совместного распития алкоголя. Во время распития и возникшей ссоры ранее неоднократно судимый 26-летний мужчина нанес колото-резанные ранения брюшной полости 42-летней женщине. На место происшествия прибыли полицейские. При задержании подозреваемый оказал неповиновение сотрудникам полиции. Однако благодаря быстрым и слаженным действиям был задержан. Пострадавшая госпитализирована. Ранее распространенная информация о захвате заложников не является достоверной, так же как и сообщение, что для захвата преступника были задействованы силы ОМОН Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Жители Якутска приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности женщины и опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Ночью 12 августа 2018 года обвиняемый с другом находился в увеселительном заведении, где распивал спиртные напитки. Там он познакомился с женщиной, которая после закрытия ресторана предложил продолжить вечер у него дома, на что та согласилась. По прибытии в квартиру все трое продолжили употребление алкоголя, после чего приятель отправился в магазин за спиртным. В это время обвиняемый совершил изнасилование. Когда приятель вернулся, женщина воспользовалась тем, что мужчины отвлеклись и выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже. Во время падения она сломала ключицу и потеряла сознание. Ее заметил находившийся неподалеку наряд сотрудников Росгвардии. Бойцы поспешили на помощь женщине, которая успела сообщить о том, что с ней произошло. После того, как ее увезла скорая помощь, росгвардейцы определили место нахождения квартиры, где произошло преступление, и задержали обоих мужчин, доставили их к следователю. Полицейские первого столичного отдела раскрыли кражу портативного гаража. С заявлением о краже обратилась жительница Якутска.
Женщина на ночь оставила свою автомашину, прикрытую тентом, во дворе дома, расположенного по улице Петровского. А утром не обнаружила портативный гараж. Выехавшие на место преступления сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу безработный 46-летний мужчина. По словам подозреваемого, похищенное он сбыл, а вырученные деньги в размере 1500 рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В полицию города Мирный обратилась женщина с заявлением, что из ее квартиры похитили сотовый телефон стоимостью 15 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался 21-летний уроженец Иркутской области. В день происшествия потерпевшая познакомилась в ресторане с молодым человеком. Желая продолжить приятное общение, женщина пригласила его домой. А когда пришло время уходить, новый знакомый заявительницы незаметно прихватил с собой ее мобильный телефон и покинул квартиру. Похищенный гаджет он оставил себе для личного пользования. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Во время профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции Чурапчинского района выявлен факт незаконной реализации алкоголя физическим лицом. 30-летний житель одного из сел района осуществлял продажу спиртного из своего автомобиля возле одного из домов в селе Чурапча. Алкоголь изъят. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». В Москве сотрудники ФСБ задержали 7 человек, которых подозревают в связях с экстремистской организацией Таблиги Джамат, запрещенной на территории России. Операция по задержанию проводилась совместными силами ФСБ и полиции. В результате операции задержаны 3 главаря и 4 активных члена законспирированной ячейки, которые проводили сбор участников организации и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня пока все. Александр, спасибо. Я напомню, это был Александр Хавренко с рубрикой ЧП. Мы идем далее. Школьники встретились с ветераном пионерского движения Маргаритой Петровой в Якутске. Российское движение школьников проводит акцию «Добрая зима». В ее рамках ребята сегодня организовали встречу с ветераном пионерии в музее материнской славы. На месте работает Саргалана Федорова. Саргы, приветствую. Как проходит встреча поколений? Приветствую, Сергей. В атмосфере дружеского общения представители старшего поколения рассказывают молодежи об истории пионерского движения. 17 февраля исполнилось 96 лет пионерскому движению. Пионерами были миллионы мальчишек и девчонок в советской стране. И чтобы окунуться в пионерское прошлое, сегодня школьники встретились с ветеранами пионерии, с Маргаритой Петровой и Альбиной Паисеевой. Они обе большую часть жизни посвятили общественной деятельности, начинали свой путь пионер-вожатыми, и до сегодняшнего дня они активно проводят работу вместе с детскими общественными организациями. И какие у них совместные проекты, нам расскажет Маргарита Петрова. Я являюсь членом регионального российского движения школьников, и вместе с ними, будучи членом регионального совета Матери России, мы проводим очень большую поисково-исследовательскую работу «Бессмертный материнский подвиг», продолжая ранее, которое было 70-летию Победы, «Святые Матери Победы». И все члены этого движения включились в этом деле активно. Спасибо. Альбина Паисеева пришла сегодня с подарком. Расскажите, какой подарок вы преподносите музею? Здравствуйте, ребята. Я действительно попала случайно. Музею хотела подарить вот такую награду нашей матери, простой колхознице, которая, будучи пенсионеркой и живя в городе, решила приучить внуков уже к сельскому труду и поехала, взяв пионерку, 10-летнюю свою городскую внучку, поехала в район и занималась выращиванием телят. В итоге они стали чемпионом района и были награждены победитель социалистического соревнования в 1975 году. Дети, вы поехали бы в село заниматься, скажем, выращиванием телят и так далее на лето, Будь у вас бабушка или дедушка. Наверное, поехали, да?
Я думаю, да. И мы к столетию своей матери, а нас 6 было, и она, по сути, одна нас подняла, всем дала высшее образование. И вот к ее столетию мы выпустили вот такую книгу, которую решили подарить музею матери, как рядовой колхознице, скажем, необразованной даже, да, неграмотной. Ну вот нас она вырастила, мы вдвое стали учеными, доктором и кандидатом, и 3 стали заслуженными работниками России и республики. Так что думаю, что мать нас хорошо воспитала с детства и, наверное, гордится нами. И сейчас мы стараемся, чтобы наши дети и внуки тоже были активными и никакой работы не чурались. Будь это на земле, будь это общественная работа. Так что будьте готовы к делу нашей Родины. Спасибо. Добрые традиции пионерии активно продолжают члены Всероссийского движения школьников. И они проводят тимуровские работы, благотворительные акции. Сегодня тоже привезли подарки ветеранам. Это теплые вещи, шарфы, варежки, носки. И у них проходит акция «Добрая зима». И сейчас нам расскажет... Здравствуйте, мы ученики школы номер 23 имени Владимира Ивановича Малышкина. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о том, что мы участвуем в акции «Теплая зима» Российского движения школьников. В рамках этой акции ученики нашей школы сами своими руками сделали вещи, какие-то поделки, и мы хотим их подарить нуждающимся. Но сегодня мы хотим их подарить ветеранам пионерского движения Маргарите Константиновне и Альбине Иннокентьевне. Спасибо. Ребята сегодня еще привезли экспозицию «Блокадный Ленинград». Эту выставку развернут в это воскресенье в музее «Россия. Моя история». В ней представлены машины военные, танки, которые ребята делали из вторсырья. И расскажите, как все это вы сделали? Ученики 6 школы с 1 по 6 класс, они делали подделки, и они все это, отдавали, руководителям школы, да, и они, в общем, ставили это все на выставку, конкурсы, да. И обычно были более активные начальные классы, и они делали все это с помощью своих родителей, дедушек, бабушек. Спасибо. Ребята сегодня запускают еще одну акцию, называется «Наследники Победы победителям». Она продолжится до конца мая. В ней могут принять участие все желающие школьники. Они могут проводить тимуровские работы, поисковые исследования, благотворительные акции, то есть все то, что может увековечить память о Великой Победе. У меня все. Сергей. Саргы, спасибо. Я напомню, в прямом эфире Саргалана Федорова рассказала о встрече школьников с ветеранами пионерского движения. Продолжаем нашу программу. Героиня следующего сюжета, рентгенолог из Подмосковья Ольга Демина, после 30 лет стала фигуристкой. А еще недавно Ольгу в свою школу пригласил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Как прошло первое занятие у именитого спортсмена, расскажет Мария Филиппова. Несколько дней назад мы познакомили вас с необычным врачом Ольгой Деминой, которая после 30 лет стала фигуристкой. Так вот, у этой истории появилось счастливое продолжение. Помните, нашу героиню пригласил в свою школу Евгений Плющенко? Чтобы вы пришли ко мне в школу. Мы вместе потренируемся. Как раз сейчас Ольга готовится к первому занятию с кумиром. Мы увидим долгожданную встречу и узнаем, чему учат в Академии Плющенко. На льду просто броуновское движение. Ученики-фигуристы отрабатывают прыжки. А вот и Ольга наблюдает за ними в стороне, пока как зритель. Если честно, очень переживаю. Это так и неожиданно, и волнительно. Немного освоившись, героиня начинает разминаться, и появляется он. Мы с вами попозже. Сейчас малыши у меня через 15 минут на маленький лед. Спасибо.
Сюда пока нет. Сердце забилось еще сильнее, позже признается наша фигуристка. А пока мастер велел разогреться. Сегодня она покажет лучшее, что умеет. Пока Ольга разминается, пообщаемся с Евгением Плющенко. Его, кстати, пример нашей фигуристки ничуть не удивляет. Наоборот, это норма. За рубежом любительские школы очень популярны. Там спортсмены, кому за 30, кому за 40, кому за 50, кому за 60. И такие есть. Катают программы, выступают на соревнованиях. Теперь, признается спортсмен, хочется, чтобы Россия поддерживала тренд. Потому и решил познакомиться с Ольгой. А теперь дает ей первое задание. Одинарный ридбергер. Одинарный ридбергер. Хорошо. Тренер едва выдает удивление. Ольга катается гораздо лучше, чем он представлял. Доктор из Раменского так вдохновилась, что решается прыгнуть двойной ридбергер. Это новая вершина. Получалось всего раз. Но без падения в фигурном катании нет успеха. Двойным прыжкам научат, уверяет Евгений Плющенко. В школе есть любительская группа. Правда, занимаются с ними другие педагоги, но олимпийский чемпион обещал давать мастер-классы. Конечно, у меня все тренеры готовы. В том числе я могу потренироваться. То есть какие-то разовые истории, да, обязательно, вообще не вопрос. Талантливые дети, чьи семьи не в силах платить за обучение у Плющенко, занимаются бесплатно, как и дети из детского дома, подающие надежды. Поэтому ничего невозможного на пути к мечте нет, уверен спортсмен. Тренировка подошла к концу, а Ольга только приходит в себя. Вы пойдете? Здорово. Я с удовольствием, конечно. Для меня это не бизнес на сегодняшний день. Я даже больше скажу, что я с этой школой ухожу в большой минус по деньгам. Такое чувство переживания внутреннее. Даже на соревнованиях так не волнуешься, как во время выхода. Об этой встрече Ольга не сказала даже родителям, чтобы потом сделать сюрприз, когда они увидят ее по телевизору. Обещала тренироваться еще усерднее, чтобы взять золото ближайшего чемпионата мира для любителей и похвастаться достижениями новой команде. Мария Филиппова, Степан Машанов, Анна Каргашина. Новости 360. Продолжаем тему спорта. В Мирном пройдет турнир по борьбе Хапсагай с внушительным призовым фондом. 400 тысяч рублей за силу выделит компания «Алроса». Соревнования соберут минимум 200 спортсменов. Сколько заявок получили организаторы, и их прием продолжается. Кто уже решил попробовать свои силы, расскажут наши коллеги. Конец рабочего дня. В офисах Мирного суета закончилась, в спортзале только начинается. С минуты на минуту в Кимберлите займут последнюю беговую дорожку. Иван Жуалов на нее, правда, не спешит. Работает с железом. Так 27-летний парень приходит в форму перед турниром по Хапсагаю. Решил участвовать уже в 3-й раз. Причем на тренажерном зале подготовка не заканчивается. Дома спортсмен изучает записи соревнований своих будущих соперников. Ищет слабые места в их технике и сам боится ошибиться. Маленькая ошибка может стоить победы. Может, там же 3 точки получается. Чуть поскользнешься или так, все, проиграл. Надо быть максимально сконцентрированным, чтобы этого не допустить. Проворные, ловкие, хваткие – это качество борцов Хапсагай. В прошлом году республиканский турнир собрал 150 борцов из 10 районов Якутии. Победить в схватке было непросто, признается Юрий Константинов. Ему тогда досталась бронза и звание мастера спорта. На этом он не остановится. В этом году я уже среди ветеранов буду участвовать, так как у меня возраст подпадает для участия с ветеранами. С молодыми уже тяжело. Почему? Ну, как сказать, стареем. Вместе с ветеранами на Мирнинский ковер выйдут 200 борцов со всей республики. В этом году турнир памяти Аркадия Никифорова станет юбилейным, 5-м. Его проведение полностью спонсирует «Алроса». Акционерная компания выделит больше 3 миллионов рублей. На денежное вознаграждение 400 тысяч смогут рассчитывать победители абсолютных первенств. Это участники из весовых категорий до 75 и выше 75 килограммов. Остальные тоже не уйдут с пустыми руками. Также будут призы, это такие как якутские ножи, акустические системы, электроинструменты, телевизоры, ну и многие другие медали, там, грамоты. Шоу будет, шоу готовит творческий коллектив ДК «Алмаз». Вот, все секреты открытия раскрывать сейчас не буду.
Их раскроют в Кимберлите 28 февраля. На следующий день стартуют состязания. Вход для зрителей свободный. Тем, кто все же решил стать участником, стоит поторопиться и подать заявку в КСК. Прием завершится в эту пятницу в 15:00. Кристина Каширина, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Французский биатлонист Мартен Фуркат стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. Второе место занял норвежец, третьим стал биатлонист из Австрии. Подробности в рубрике «Новости спорта» расскажет Полина Долинская. Полина, приветствую. Какие успехи у россиян? Здравствуй, Сергей. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, который финишировал, к сожалению, 11-м. Евгений Гараничев идет на 14-й позиции, Александр Логинов 15-й, а также Эдуард Латыпов, который финишировал 43-м. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Французский биатлонист Мартен Фуркат стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. 31-летний спортсмен показал время 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на 4 огневых рубежах. Второе место занял норвежский Йоханнес Бё, третьим стал австриец Доминик Ландертингер. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, который финишировал 11-м, Евгений Гараничев на 14-й позиции, Александр Логинов 15-й, Эдуард Латыпов финишировал 43-м. В общем медальном зачете чемпионата мира по биатлону на первой строчке располагается Норвегия. В активе сборной 6 комплектов наград. По 2 золотых, серебряных и бронзовых медалей. На второй строчке сборная Франции с 4 комплектами. Италия идет на 3-й, Россия занимает 4-ю строчку. В активе российских биатлонистов 1 золотая и 1 бронзовая медали. Чемпионат мира продолжится сингл-микстом. Российскую команду в нем представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Соревнования завершатся 23 февраля. Немецкий Лейпциг в гостях обыграл английский Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Результат встречи – счет 1-0. Единственный гол в матче с пенальти забил Тимо Вернер на 58-й минуте. Ответный матч между командами пройдет в Германии 10 марта. Продолжаем обзор новостей в мире футбола. Итальянский клуб «Аталанта» дома обыграл испанскую «Валенсию» со счетом 4-1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. У «Валенсии» с забитым мячом отметился полузащитник сборной России Денис Черышев. У «Аталанты» отличился Ханс Хаттенбург, Йосил Иличич и Ремо Фройлер. «Аталанта» делит первое место с английским «Тоттенхэмом» и германской «Баварией по количеству футболистов, сумевших отличиться в текущем розыгрыше турнира. Клубы впервые встретились в матче Еврокубков. Ответная встреча между командами пройдет 10 марта в Испании. В домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги Череповецкая «Северсталь» обыграла столичное «Динамо» в серии буллитов со счетом 3-2. Победный буллит реализовал Владислав Кадола. По 3 попытки реализовали Владимир Брюквин и Егор Морозов. В основное время матча в составе «Северстали» голами отметились Вадим Кудака, Александр Петунин, и у «Динамо» отличился Брюквин и Владислав Ефремов. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» идет на 4-м месте, набрав в 59 матчах 78 очков. Благодаря набранному баллу в матче против «Северстали» столичная команда гарантировала себе место в первой четверке, что дает право начать серию первого раунда плей-офф дома. «Северсталь» расположилась на 10-й строчке, имея в активе 54 балла в 60 играх. В следующем матче «Динамо» принят московский «Спартак» 23 февраля. «Северсталь» днем ранее дома сыграет с подольским «Витязем». Ежегодная многодневная шоссейная велогонка «Тур Анталии» стартует на побережье Средиземного моря. Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля. Веломногодневка впервые войдет в число всемирно известных гонок категории USA 2.1, таких как Тур де Отвар и Вуэльта Астурии. В велогонке примут участие 29 команд и 174 велосипедиста из 23 стран. Национальную сборную России будут представлять опытные трековые гонщики. Это Виктор Монаков, Александр Евтушенко, Владимир Ильиченко, а также молодые гонщики, 2 из которых еще недавно были юниорами – Михаил Чарухин и Григорий Шаров. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Это была Полина Долинская с новостями спорта. Ну а далее расскажем о погоде в крупных городах Якутии.
И начнем с Алдана. В Алдане минус 19 градусов, ветер до 2 метров в секунду, атмосферное давление 706 миллиметров ртутного столба. Чуть холоднее Алдана в Ленске, там минус 20, переменная облачность и ветер 2 метра в секунду. В Мирном немного теплее, минус 17, также переменная облачность и ветер также 2 метра в секунду. В столице Южной Якутии, Нерюнгри, минус 24. Временами из облаков выглядывает солнце, ветра практически нет. Давление 703 миллиметра ртутного столба. И в столице республики, Якутске, на термометрах минус 30. Из облаков периодически также выглядывает солнце, ветер слабый 1 метр в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь на Якутии 24.